Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, завершилось судебное следствие по рассматриваемому уголовному делу. Сейчас до меня выступил мой адвокат Медведев Ерлан Кабдрахимович, с выступлением которого и с предоставленными его доводами суду я полностью согласен. Хочу добавить о том, что на протяжении всего следствия я давал последовательные показания, которые уже в ходе судебного следствия были подтверждены показаниями следователя Карасайского управления полиции Узбекбаева и свидетеля по настоящему уголовному делу Ибрагимова, а именно в том, что в момент изъятия денег, 97 тысяч долларов, я и другие участники следственных действий с данного помещения в коридор не выходили. А когда завершили выемку денежных средств и вышли в коридор, никто из задержанных на первом этаже уже не было. То есть я не мог физически видеть, как проходил прием всех доставленных. По делу достоверно установлено, что приемом доставленных занимался сам начальник УП Карасайского района Тотубаев, который также вызвал врачей с ЦРБ Карасайского района для осмотра доставленных, которые подтверждены показаниям самого Тотубаева, который был допрошен в зале суда. Также хочу добавить, что на момент тех событий, произошедших в январе 2022 года, я находился в очередном трудовом отпуске с 1 января по 10 января, что подтверждается исследованием в суде приказом управления полиции Карасайского района за номером 3. Показаниями бывшего начальника управления полиции Карасайского района Тотубаева, заместителя начальника РУП по кадровой работе Арстанова, следователя Узбекбаева и другими допросами, проведенными по делу. То есть я фактически не имел никаких полномочий и по закону был освобожден от работы в указанный период. При этом, как было установлено в суде, меня из отпуска никто не отзывал, что подтверждается отсутствием соответствующих документов и приказов. Также хочу добавить, что всеми защитниками по делу указано о многочисленных грубейших нарушениях Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, допущенных органом следствия. И к этому также хочу добавить, что мною в адрес помощника генерального прокурора Сарсекеева было направлено ходатайство, это том 34, страница 45, о проведении очной ставки Салтаната Азербекова. В нарушении статьи 99 УПК РК ответ на данное ходатайство я таки не получил. После этого уже моим защитником Мендешевым было направлено повторное ходатайство, это том 36, страница 79, о проведении очной ставки между мной и свидетелем Салтаната Азербек также. Данное ходатайство органом следствия было удовлетворено, это том 36, страница 80. Но однако после получения удовлетворения органом следствия нашего ходатайства, данная очная ставка так и не проведена. Особо обращаю внимание суда на мои показания, данные с 1-15 марта, когда меня водворили в ИВС, где спецпрокурор Сарсекеев с моим бывшим адвокатом Тлеукеевым просили показать, что, находясь в кабинете вместе с Узбекбаевым, когда мы изымали денежные средства у первых заведенных Ибрагимова и Иргаш, я якобы слышал крики в коридоре. За это они обещали меня освободить под домашний арест. Но не удовлетворившись этим, руководитель следственной группы Сабитов на следующий день, опять же вместе с адвокатом Тлеукеевым, обманув меня и попросив указать, что я вышел из кабинета, видел, как один из военнослужащих избивал задержанного. Они пояснили, что я должен сказать о том, что я стал разнимать и пресекать те действия, и мне тогда ничего не будет. Опять же, пообещав, что и суд даст оценку данным показаниям и не станет арестовывать меня. Суд я также уже здесь я представил записи Следственного суда города Алматы, где я, не признав свою вину, не ожидал от своего первого адвоката такой пламенной яркой речи, что его подзащитный полностью признает свою вину, раскаивается и в этом просит избрать меру пресечения домашний арест. Даже после этого я, находясь в подавленном эмоциональном состоянии, я верил своему адвокату, пока 28 марта 2024 года апелляция не оставила решение Следственного суда без изменения. Сейчас я понимаю и оцениваю, для чего это было сделано, но вернуться обратно уже невозможно. Но с учетом видеозаписи и опровергающих выводов следствия, я прошу критически отнестись к данным показаниям, как это сделали сами спецпрокуроры, не привлекшие к ответственности бывшего начальника Тотубаева и заместителя Шербаева, на которые они сами и просили дать показания. Обращаю внимание суда и на озвученные гособвинителем вчера на выступлении, якобы имеющиеся у меня отягчающие обстоятельства, а именно принятую мной присягу. Да, я понимаю, что невозможно служить в правоохранительных органах без данных документов, но я также понимаю, что представляя
доказательства, орган следствия и прокурор должен опираться на подтверждающие документы, в которых в деле нет. То есть в личном деле в моем есть ответ на запрос органа следствия. Я не знаю почему, но мне присягу не принимали, и ответ был предоставлен на характеризующий материал. Ну, как вам уже известно, все защитники указали на все грубейшие нарушения норм, допущенные по делу в ходе предварительного следствия. И все доводы своего защитника я поддерживаю. И прошу суд вынести оправдательный приговор в отношении меня в связи с отсутствием моих действий в составе преступления, предусмотренной статьей 146, часть 1 и 362, часть 1. И оставить ходатайство по иску без удовлетворения потерпевшего. Так, из подсудимых, кто следующий будет выступать? Супаков. Уважаемый суд, участники процесса, я во время следствия и во время суда давал одинаковые показания. И главное, давал правдивые и искренние показания. Я ровным счетом не сделал ничего, чтобы признать меня виновным. Я свою вину не признаю. Полностью поддерживаю доводы своих защитников в лице адвоката Кошикбаева и Киндербаева. Я по своему характеру скромный, честный и неконфликтный человек. Я лишний раз никому лишнее слово не скажу. Не то, что кого-либо унижать или оскорблять. Мне незачем бить и пытать задержанных. И у меня нет никаких причин или мотивов для таких действий. Я ведь не занимался расследованием и никого не допрашивал. При этом хочу отметить, что я не был уполномочен принимать какие-либо решения в отношении задержанных. Также не был уполномочен предпринимать какие-либо действия по их освобождению или задержанию, совершению каких-либо иных действий в отношении этих лиц, так как не имел права вмешиваться в деятельность других сотрудников различных силовых структур, также прокуратуры, находящихся в здании спецприемника. Поэтому считаю, что в моих действиях нет состава вменяемого уголовного правонарушения. Уважаемый суд, прошу вас вынести оправдательный приговор в отношении меня. Спасибо. Уважаемый суд, я изначально с момента начала досудебного расследования был не согласен с фабулой досудебного расследования, а именно то, что фабула была составлена в отношении сотрудников Департамента полиции Алматинской области, так как данных лиц задержал пограничная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан совместно с Комитетом национальной безопасности Алматинской области. И решение о выдворении данных лиц принял РОШ Республики Казахстан, как выяснилось в ходе судебных разбирательств. В ходе судебного разбирательства я не согласен с предъявленным обвинением, то есть касательно Якубова Маматхабула. Якубов в жалобе от 11 апреля 2022 года и в допросе от 12 мая 2022 года указывает, что знает меня, то есть как Нурсултана. Однако мои действия при жалобе и допросе не описывают, только спустя почти год он придумал мне роль. Со слов Якубова, ему печать на лоб поставили на следующий день во второй половине дня. В этот период времени я не находился там. В этот период задержанным работали сотрудники МВД и города Алматы. Мне, или МВД, мне это неизвестно. Также хотелось бы добавить, что Якубов показал, что я ему ставил печать, и то, что он трое суток так ходил. А на депонировании он показал, что не я ему поставил печать, и то, что он так проходил до конца. Том 35 лист сделал 110. Когда взяли отпечатки пальцев, один из сотрудников якобы узнал мне то, что я сотрудник полиции избил, и что мне на лоб привел предметом черной тушью. И мне запретил вытирать тушь. Это так, чтобы меня не потерять. Я обещал ночью казнить. Завел в комнату и начал избивать. Вы на очной ставке показали, что избил в коридоре, а после больше не избивал. Вы здесь указываете то, что этот человек вам сказал, что указал, и он же вам намазал краску. Он же вас завел в комнату и наносил телесные повреждения. Я хочу раскрыть данное уголовное правонарушение. Вопрос. Истина для меня тоже важна. Это ответ Якубова. Не вы ставили, это вы дали команду тому, кто отпечатки пальцев поставил. Если бы я был бы, как вы, здоровым человеком, я бы мог видеть все. Во второй день практически был живым трупом.
Кроме того, Якубов указывает, что ему истина тоже важна, то есть он сам не знает, что там было и кто его бил, может и вовсе обманывает следствие. Уважаемый суд, поэтому я просил, чтобы вы дали видеозапись, где снималась Салтанат Азербек, где в данной записи фигурировал Якубов. Это в постановлении о назначении СМИ указывает, что имеется видеозапись с участием Якубова по телесным повреждениям. Кроме того, в материале уголовного дела, а именно в томе 13 лист дела 162, имеется осмотр, где указано, что на флеш-накопителе имеется 2 файла, однако в накопителе нет одного файла. В данном файле была запись многих задержанных, находящихся в коридоре специального приемника. А на данной записи видно, кто их конвоировал и как их конвоировали. Также там был Якубов. Просмотрев данную запись, было бы очевидно, то, что с задержанными работали совсем иные сотрудники, которых мы не знаем. Это объектом осмотра является флеш-карта белого цвета, изъятая с АО ТРК Алматы с надписью Аль-Фараби Уркенет Ойшл. Далее подключение флеш-карты ноутбук. Внутри флеш-карты обнаружены 2 видеозаписи с надписью «Оружие», объем 230 мегабайт, и задержанные, объем 5,81 гигабайтов. Но однако в данной флеш-карте только одна видеозапись. Со слов Якубова, якобы когда их доставили в коридоре здания СПА, ударил его по животу. Однако на момент, когда их доставили, я не находился в здании СПА. Более того, я не видел, как их доставили и кто их доставил. Об этом подтвердил Тотыбаев. Который принимал людей с его слов. И Турпанбаев, который видел то, что я ушел спать. Кроме того, в ходе досудебного расследования ни один сотрудник не говорит обо мне. То есть по делу допрошены в порядке 100-150 сотрудников, которые находились и были в СПА. Однако в деле ни один из них сотрудников не говорит про меня. Со слов Якубова, на очных ставках он показал, что с ним лично не беседовал и не заводил в отдельный кабинет. Также Якубов на очных ставках от 18 августа 2022 года показал, что какие-либо орудия у меня не было. Про палку резиновую вообще не говорил. Палка резиновая появилась только после квалификации моих деяний. Также, уважаемый суд, материал уголовного дела в томе 11, страница 18, имеется выписка с журнала выдачи специальных средств управлению полиции Карасайского района, где моей фамилии там не имеется. То есть доказывает то, что я не брал спецсредства. Кроме того, я не брал бронежилет и не говоря о палке резиновой. Далее, со слов Якубова, что имеются свидетели, то, что его избивали, однако указываемыми свидетелями, то есть Лол Лугман Умарович, том 20, лист 9, 78, 82. Слышали вы показания напротив вам сидящего Якубова? Показания напротив сидящего Якубова слышал. Полностью с его показаниями согласен частично. Меня действительно задержали и доставили. Про то, как пели гимн Республики Казахстан, я не помню. У нас спрашивают, куда мы ездили, зачем ездили в ночь 7 по 8. Я не помню, с кем сидел в одной камере. Камера предназначена на 4 человека. Так. И показаниями свидетеля Зияр Гульбедин Атаоллу, том 27, лист дела 73-84. Приблизительно 8 и 9 января 2022 года я видел СПА в Хошмамбете. Он был в домашней одежде, в домашних тапочках, и мы начали беседу. После этого спросили, откуда его привезли, сказали, что выкрали из дома. Оперативные сотрудники привезли в УП Карасайского района. Там его избили, потом привезли в Хошмамбет. Также, когда его избивали из дома, его мама видела все происходящее и заплакала. Вы слышали показания напротив вам сидящего Якубова? Если да, то согласны ли вы с показаниями? Я слышал показания напротив меня сидящего Якубова, однако с его показаниями я не согласен. Так как сперва у меня были на ногах не тапочки, а кроссовки, синие брюки, сверху был белый свитер, рисунки. И оперативные сотрудники не избивали. После того, как меня доставили в УП Карасай, никто не избивал. Данные лица полностью отрицают слова Якубова. Кроме того, именно с Якубовым проведены очные ставки. Задается вопрос, зачем Якубов всех вызывал на очные ставки, даже свидетели Лоу и Зия, которые на очных ставках полностью опровергли показания Якубова.
Далее, о прибытии консула мне не было известно, так как я его встретил с представителем на улице и с ним проследовал в здание СПА, в режимный блок. Там я и беседовал с гражданами Узбекистана в присутствии консула. Возможно, из-за этого они думают, что я там командовал. Также при этом я лично с каждым беседовал и спрашивал про их телесные повреждения. И имеются ли у них какие-либо жалобы. Однако никто с жалобой ко мне не обратился. Почему я не отреагировал на телесные повреждения, так как мне сообщили, что военные при задержании нанесли им телесные повреждения. И то, что их телесные повреждения зафиксированы врачами. На что я и подумал, что этот факт отражен. На депонировании я лично спросил у Якубова ранее, у вас нос ломался? Он пояснил, нет, он был ровный, идеальный, да, был ровно. Однако в ходе досудебного разбирательства представители Шойбекова предоставили фото Якубова до январских событий, где у него нос кривой. Данный факт говорит о том, что Якубов ввел следствие и суд в заблуждение, то есть клевещет. Вы были доставлены таким носом? Нет. До доставления у вас нос был ровным? Да. Я вас заводил в отдельный, и также на депонирование вопрос Якубову. Я вас заводил в отдельный кабинет и лично беседовал, этого не помню. Говорил ли признать вину? Нет, я этого не помню, не было такого. Я под пытками заставлял признать вину в массовых беспорядках, то есть пытал? Нет, не было такого. Это ответ Якубова на депонирование. Якубову фототаблицу опознаваемых лиц предоставили 16 августа, где он опознал ряд сотрудников, в том числе и меня. Однако конкретно не показывает мои действия. Далее уже 18 августа с участием Якубова проводит проверку уточнения показаний на месте, где он также не описывает мои действия. Том 10, лист дела 86. В материалах уголовного дела имеется вещественное доказательство, а именно копия допроса Якубова в качестве свидетеля по резервному досудебному расследованию, где его допросил 8 января 2022 года примерно в 7 часов 10 минут дознаватель ОП Жамбульского района Ажибеков С. Протокол допроса Якубова в качестве свидетеля, время составил допрошенный Ажибек, дознавателем УП Жамбульского района Ажибекову. Данный сотрудник Ажибеков я не знаю, он не является моим подчиненным и никогда я его не видел. В данном допросе Якубов отрицает участие в массовых беспорядках. Если он отрицает, значит его никто и не принуждал оговаривать себя и признавать вину. Впрочем, как и все доставленные допрошенные, как есть с их слов. Более того, в материале уголовного дела имеется очная ставка между Якубовым и Ажибековым, где Якубов говорит, что Ажибеков в ходе тоже бил его в коридоре, но при этом не говорит, что Ажибеков его допрашивал, когда Ажибеков в СПА приехал после доставления всех людей. Сидящий напротив меня Ажибеков видел в СПА Хошмамбет. Он участвовал в избиении задержанных лиц в коридоре на первом этаже, участвовал в этот момент, когда нас заводили в СПА и раздевали для осмотра. Проводили вглубь коридора, при этом избивая нас. После я его не видел. Со слов Якубова на допросе его не били, а били сотрудники, которые его конвоировали. Именно на этом видео, которое я искал, именно на этом видео видно, кто их конвоирует. Это сотрудники СОБР, которые, возможно, прибыли сотрудникам КМБ или МВД. Если проанализировать показания Якубова, все в коридоре били его. Уважаемый суд, прошу отнестись к показаниям Якубова критически. Относительно Рузахунова Викрама. Страница 5, депонированный вопрос прокурора. Присутствовал ли на том месте, где вам наносили телесные повреждения, Хамитов, Турпанбаев, Сопаков и Шойбеков? Опять, прямо при них меня не били. Далее, показания Рузахунова на депонирование. Том 35, лист дела 37. На вопрос председательствующего потерпевший какие-либо признаки того, что этот человек в черной куртке находился в подчинении Хамитова, вы видели?
Человек в черной куртке доставлял меня на второй этаж, поэтому я считаю, он был рангом ниже. Это по моим ощущениям, выводы. Я не могу утверждать, что человек в черной куртке находился именно в подчинении Хамитова. Я не помню, чтобы Хамитов пальцем указывал на меня. Но я помню, что Хамитову были сказаны слова: вот это хорошо обработайте. Я в камере 1 находился, а именно в коридоре стояла с открытой дверью. Это мои предположения. Это его предположение. То есть статья 19 Уголовно-процессуального кодекса презумпция невиновности. Каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет доказана. И предусмотрен настоящим кодексом порядке установлен вступивший в законную силу приговором суда. Никто не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности подозреваемого, обвиняемого, подсудимого толкуются в их пользу. В пользу подозреваемого, обвиняемого, подсудимого должны разрешаться и сомнения, возникающие при применении уголовного и уголовно-процессуального закона. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и должно быть подтвержден достаточно совокупности допустимых и достоверных доказательств. Также Рузахону могло показаться то, что я руковожу из-за того, что я с консулом проводил его. Также Рузахонов поясняет, что в присутствии Хамитова его не били. Также Хамитов не наносил телесные повреждения. Я вопрос задал на депонирование. Я наносил вам телесные повреждения? Лично нет. Так, в части Исмаилова Жасурбека. Первоначальные показания, том 28, лист дела 42. Кто руководил работой специального приемника для административно арестованных села Кошмамбет? Не знаю, кто был главным, меня всегда выводили разные военные. Но помню одного сотрудника, который там, наверное, был старшим, так как он всем приказывал, но не знаю, как его зовут. Но могу его опознать. Указанный сотрудник был один из 2 сотрудников, который, как я говорил ранее, заходил в камеру и раздевал нас, смотрел, записывал наши телесные. При этом он сам лично меня не избивал, при нем меня также не били. Исламов не знает. Также в ходе очных ставок я у него спросил, в чем я был одет, тогда, когда был в спецприемнике. Я этого сейчас не помню. По словам Исламова, я у них спрашивал, кто их бил, имеются ли претензии, что свидетельствует то, что я не применял физическую силу в отношении кого-либо. Более того, Исмаилов свидетельствует о том, что при мне не было каких-либо средств. Когда я при консуле спросил, имеются ли у вас претензии, и когда в камере спросил, бил ли вас кто-либо, почему вы лично мне не обратились о том, кто вас бил? Как я указывал выше, в то время мы все боялись говорить о том, что так как думали, что если скажем, то нас опять будут избивать. Поэтому никто и не говорил об этом. Было ли при мне какое-либо средство, то есть автомат или что-нибудь другое? Нет, такого не было. Также хотелось бы отметить, после того, как дал показания Исмаилов, отказался от депонирования своих показаний в суде. Более того, сразу уехал за пределы Республики Казахстан. По поводу Алмаза, в ходе досудебного разбирательства Алмаз допрошен, где показал то, что он приехал подтвердить, что данные рабочие в BI Group действительно у него работали. Кроме того, то, что он со мной не заходил в здание СПА и видел меня на улице, хотя я его не помню. Исмаилов Эльдор на депонирование опознал меня, не опознал меня и никого из подсудимых. Кроме того, на депонировании был задан вопрос: вам вживую легче было опознать? На что он ответил: да, то, что вживую легче опознать. Протокол опознания относительно протокола опознания он сказал то, что опознался. Кроме того, ни один сотрудник не указывает мне и не говорит про меня. В ходе предварительного расследования допущен ряд нарушений и фальсификаций доказательств. А именно, в ходе предварительного следствия нам на обозрение было, нам на обозрение было предоставлено видеоматериал, где зафиксирован Якубов матч. Однако в суде мы посмотрели другой другой видеоматериал. На видео было зафиксировано то, что сотрудники СОБР конвоируют и ставят вдоль
строй вдоль стены, но данной записи в деле нет. Если бы вы это видео видели, то это было бы все понятно, кто конвоирует, что делать. Несмотря на аварийный РДР, там все допрошены, как есть, то, что они не участвовали в митингах. Экспертизы проведены с нарушением, по справкам, на которых нет печати. Более того, экспертизы проведены копиями справок, когда сам эксперт в ходе судебного разбирательства показал, что копиями и без печати они не принимают экспертизу. В ходе предварительного расследования я писал ходатайство, чтобы провели Z4 и провели негласные следственные действия, чтобы раскрыть данное уголовное правонарушение. Однако мне отказали. Я просил раскрыть данное уголовное правонарушение, если оно имело место быть, и привлечь действительно виновных лиц, если такие есть. По делу не допрошен ни один сотрудник Комитета национальной безопасности, может там этот сценарист или лица, которые, возможно, совершили уголовное правонарушение. Уважаемый суд, в ходе предварительного расследования я проходил полиграф относительно пыток, где добровольно пошел, не отказался и сдал полиграф, где на поставленные вопросы я ответил. Результаты на странице том 29, лист дела 17. Здесь на казахском языке. По делу имеется рапорт погранслужбы Комитета национальной безопасности о том, что они окончили передачу доставленных в 9 часов 45 минут 8 января. Где в этом рапорте осуществляется передача 89 задержанных спецприемников в селах Хошмамбет. Архашев завершил передачу задержанным сотрудникам полиции РОП Карасайского района и выдвинулся в ПУ Карасай. Также к судебным прениям прилагают документы, подтверждающие, что у меня в правой ноге имелся титан, то есть шурупы. Она была пяточная кость с таранной костью, они были закручены, что подтверждает о том, что я был малоподвижным. Также прилагают документы, то, что у меня дочь после выписки в реанимации в тяжелом состоянии дома, где я периодически покидал здание. Просто показания моих соседей и родственников не возьмется в учет. В ходе судебного разбирательства ни один из потерпевших не опознал меня. Также я не принимал решение водворять данных лиц в СПА и не водворял их. В СПА находились сотрудники миграционной службы, которые проверяли законность задержанных лиц. Законность пребывания задержанных лиц. На следственных действиях я не участвовал, что подтверждается показаниями сотрудниками УП Карасайского района и потерпевшими. По делу нарушен норму Уголовно-процессуального кодекса, а именно протокол опознания, где в протоколе опознания фигурирует женский пол и сотрудники другого ведомства, сотрудники департамента города Алматы. Уважаемый суд, свою вину не признаю. Согласно части 12 нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан от 20 апреля 2006 года за номером 4, некоторых вопросов оценки доказательств по уголовным делам приговор суда нельзя признать законным, если он введен только на основании показаний подсудимого или потерпевшего, которые не проанализированы и не сопоставлены на достоверность и не подтверждены другими доказательствами, показаниями свидетелей, протоколами процессуальных действий, заключениями экспертов, вещественными доказательствами и именными документами. В соответствии со статьей 19 Уголовного кодекса обвинительный приговор не может быть основан на предположении и должно быть подтверждено достаточной совокупностью достоверных доказательств. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния и наступившие опасные последствия, в отношении которых установлена его вина. На основании вышеизложенного изученных судом материалов уголовного дела прошу признать меня невиновным и привлечь истинно виновных лиц. В части исковых требований в полном объеме отказать, так как из всех потерпевших никто не говорит то, что я их пытал. Все, спасибо. Текст есть сегодня? Да, я сейчас распечатаю. Передослал. Уважаемый суд, уважаемые участники, в первую очередь я хочу сказать о том, что я соглашусь со всем сказанным здесь со стороны защиты, с адвокатами.
о том, что действительно очень много пробелов и в этом деле, и в этом деле и много незаконного есть. В частности, по себе, как прокуратура предъявила обвинение мне в том, что моя вина доказывается проведением очных ставок, допросов, опознанием, протоколом опознания и депонацией. Ну, во всех, вот, допустим, по допросам, в этом деле меня всего два раза допросили в качестве свидетеля. Это антикор допросил и спецпрокуратура допросил. Две очные ставки было, это с Разахуновым и с Мамуткабуовым. Больше ничего не было. Я везде был в качестве свидетеля. По листу опознания, сколько опознаний проводились в течение 2 лет, меня никто не опознавал. Хотя опознать там, я думаю, что легко, потому что фотография была взята из соцсетей, где я не в служебном кабинете сижу, сидя, руки перед собой вот так. Единственная, наверное, фотография, которая такая была. И рядом Салтанат Азербек, который в 2 ракурсах, гражданский и в форме. Нас опознать было самое элементарно, но при этом никто не опознавал. А то, что Разахунов по фотографиям опознавал, я с этим согласен, потому что и сразу провели и очные ставки с Разахуновым, потому что я его действительно и передавал киргизской стороне по поручению МВД республики, по поручению ноты протеста, когда мне сказали выехать срочно, передать его, найти и передать. Почему город Алма-Ата выезжала, допустим, почему именно я выезжал в Карасайский район, в Алмате на тот момент из 4 замов ДП только был строю я, а здесь, в Алматинской области, из руководства, вплоть от начальника департамента до зама департамента никого не было. И поэтому сюда и МСОК, МВД и выехал, потому что они регулируют все уже по Алматинской области все вопросы. Руководство ДП ДП области, она появилась только после 7, после 8 числа. Это уже ближе к 9. По опознаниям, если взять Мамуткабуова, он опознает меня через 2 года. 2 года ему подряд показывали мою фотографию. 2 года протоколов опознания, там я не знаю, не счесть, наверное, сколько их протоколов опознания в этом деле, ни разу на меня не указывают. Плюс к этому в 2013 году в материалах дела есть это подтверждение, а в 2023 году в кабинете номер 102 прокуратуры Алматинской области у нас проводят очные ставки. У меня проводят очную ставку с Разахуновым в 102 кабинете. Время 16:05. В этом же 102 кабинете в 16:05 начинается очная ставка у Мамуткабуова с кем-то из потерпевших. Мы были в одном кабинете. Это по материалам дела я уже увидел. Я его даже тогда не узнал и не видел. И при этом он меня не опознал и не ходатайствовал ни разу. Если посмотреть по делу, что у него очень много ходатайств провести очные ставки, с тем провести очные ставки, опознал того. Про меня никогда разговора не было. Все это родилось, получается, в 2024 году, в апреле месяце, когда я первый раз появился в его допросе. 1 мая меня пригласили на очные ставки в качестве свидетеля, хотя даже я не знал, что очные ставки будут. Меня пригласили в прокуратуру на очередной допрос, я прибыл туда, меня допросили. Я ему прямо вопрос задал: вы меня как опознаете? Он говорит: я вас запомнил по лицу, вы были без маски. Я говорю: ну, мое лицо на фотографии, что по фотографии не было? Он говорит: фотографии были плохого качества. Хотя всех он опознал по этим фотографиям. Я говорю: хорошо, в какой одежде я был одет? Он не может назвать мою одежду. Называет мне одежду, описывает меня на том фоне, когда 7 числа были оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участника УПГ Дикого Армана. В этой же одежде меня описывает. Почему в суде у всех, кто меня видел, я всем задал вопрос, и мой адвокат задал вопрос, в какой одежде я был, как я туда прибыл. Я приехал оттуда буквально сразу 8 числа с совещания Роши. Из этого я в форме приехал в форме, в камуфляжной форме цифровой, с погонами, со знаками различия, все полностью было.
эта цифровая форма только введена была. Наверное, любой из этих сотрудников, кто ее увидел, они сразу поняли, что это только новая форма. Потому что не у всех она была еще. Зайдя туда, вот, я находился в одном кабинете, никуда не передвигался, потому что и нужды даже не было передвигаться. Нам нужно интересовать, нам больше интересовать списки задержанных и вещественные доказательства, у кого что изъято. А тут появляется версия о том, что я, оказывается, сидел в каком-то кабинете с решеткой, где Мамат Кабулова завели, положили на землю, звездочкой, придавили его ногой, там он говорит, били по пяткам, и мы ему задавали вопросы. Я не задавал вопросы, я сидел, а кто-то ему задавал вопросы, а я на это смотрел. Уважаемый суд, ну, замдепартамента города, да, это должность, которая, это, я не знаю, приедя в район, да, и даже по Алмате я куда-то в РУВД, если захожу, все РУВД, грубо говоря, разбегается. Они даже со мной встречаться не хотят. Отдали честь, побежали дальше. По струнке все. А тут я в область приезжаю, и при мне пытают, еще кого-то избивают. Да, там все сотрудники испугались вначале. Вот все, там смирно было, команда, все стояли спокойно. Я зашел в кабинет, мне доложились, но после этого сотрудники меня уже начали спрашивать про Алмату. Вот, что в Алмате творилось в те дни? Потому что это вот было общее задержание, массовые беспорядки, штурм ДП города Алматы. Они просто меня вот там, вот, кто в этом кабинете был, там, наверное, человек, наверное, 10, наверное, было сотрудников. И все спрашивали, начиная от сотрудников полиции, сотрудники КМБ, военные. Все они спрашивали, мы только об этом и разговаривали там с ними. Потом, почему у Якупова, Мамат Кабулова, я спрашивал, постоянно акцент делал, когда ты увидел, что тебя записывает на камеру Азербек Салтанат? В первоначальных показаниях он давал, что через сутки после его прибытия, в своих показаниях давал, что вот эту мясорубку его подняли, потом через сутки его снимал Азербек Салтанат. Потом изменил показания, что это было через 6 часов. После этого вообще в другую сторону его повесил. Почему я, когда вот, я просто в депонировании не участвовал, меня там не было даже. Когда хотел здесь задать ему вопрос на видео, вы себя видели свидетелями, он начал реагировать. Я ничего не помню, вы мне там запутать хотите. Хотя я хотел просто простые вопросы ему задать. Что не позволили мне делать? На очных ставках, потому что я там был свидетелем. Я ему на очных ставках начинал задавать вопрос, следователь мне сразу обрезал. Говорит, подождите, вы не имеете права, подождите, вон там. Я говорю, ну, хотя признали подозреваемым, ну, сделайте очную ставку с ним. Я же имею права защитить свои. Все вот проведенные следственные действия, все провели без меня. Меня признали подозреваемым, через 2 месяца направили в суд. Через 3 месяца. Все. И все вопросы, как вообще это возможно? Ваша честь. Я проработал 26 лет в системе. Начинал с младшего оперуполномоченного сержанта до полковника зама департамента города Алматы по оперативной работе. В оперативной работе, наверное, в настоящий момент нет тех сотрудников, которые лучше меня знают, допустим, город Алмату, Алматинскую область. Да? Мы сталкивались совсем, но с таким поведением следствия, которое проводил я, в первый раз в жизни столкнулся. Во-первых, до признания подозреваемым нас вызывали в кабинет просто так. Меня, вот Салтанат Азербек, она подтвердит, может даже вызвать оператора, которого тоже вызывали, который снимал на видеокамеру. И с нами велись буквально прямые торги. Мы тебя, говорит, сейчас или закатаем, либо, говорит, дайте показания, говорит, ну там, на вышестоящее руководство, и отдайте этого так называемого сценариста. А на каком сценаристе, я говорю, может быть вещь, ну объясните, кто же сценарист. Он говорит, вот на видеокамере, который подсказывает.
Я говорю, ну я там не был, говорю, когда снимали репортаж или что-то еще. Но он говорит, он с вами присутствовал второй раз, когда вы отпускали этого Разахунова. Я говорю, ну со мной кто приехал, вот они все на опознание, представьте Разахунова. Представили всех на опознание Разахунова, со мной кто приехал. И второй раз, и первый раз, он никого из них не опознает. И буквально велись торги отдать. Там и вплоть до угроз были, и Салтанату Аликбеку были угрозы, и мне угрозы были о том, что вот мы примем решение о водворении, отдайте. Скажите, кто это был? Ну как мы скажем, если мы не знаем? Или наговаривать на кого-то нам. Неоднократно, когда в качестве свидетеля вызывали, я им говорю, проведите биллинги, возьмите полностью, снимите оттуда все базовые станции сотового телефона, кто находился в тот момент, кто когда уехал, это все возможно посмотреть. Технически это все есть. И это делается за месяц. За 1 месяц мы можем взять полностью, и кто там в 22 году был, находился, и как кто даже по зданию передвигался, мы это даже можем это посмотреть. Они сказали, нет, нам это не надо, зачем? Все, вот вы подозреваемые будете. И вот с этого началось. По Разахунову, здесь со мной вместе по видеосвязи разговаривал, вы слышали, я приехал туда, да, я его видел. Я у него спрашиваю, я ему прямо по телефону уже спросил, я тебя спрашиваю, откуда у тебя следы побоев, кто тебя побил? Он тогда сразу, он и подтвердил это по телефону. Меня побили, когда выходил я с машины, его ударили трубой в область головы. У него из этого синяк был. Я говорю, при задержании, да, при задержании. Все. И при этом я его спрашиваю, медицинская помощь нужна тебе, не нужна. Это все было при после разговоре. Консул, который был, и представитель МВД Киргизии. Я ему даже лишних слов не говорю. Мы раз с ним разговариваем спокойно, и потом говорю, напишешь все как было? Он говорит, напишу. Он все как было написал. В конце я, да, у него спросил, вы имеете претензии к сотрудникам полиции? Я обязан это спросить. Если бы он написал бы, да, имею к сотрудникам полиции претензии, там бы на месте мы начали разбираться. Он сразу написал, я не имею к сотрудникам полиции претензий, и выехал. Я говорю, все не имеешь, да, все, напиши. При этом в это вот объяснительное на обратном стороне расписался я сам. Потому что, говорю, консул, вот я расписываюсь, ты тоже распишешь тоже документ, завтра, чтобы вопросов не было. Консул расписался и представители МВД Киргизии расписались на этом документе. Все, я этот документ взял, прочитал, вывез в ДП города Алматы. Через 4 месяца у меня антикор его изымает официально. Все изымает, я им выдаю этот документ, они как вещественное доказательство, да, все приобщают. И сейчас вы видите, в деле его нету. Просто взяли копию, вложили, обратную сторону даже никто не снимать не стал. Хотя у меня оригинал забрали. Зная об этом, я тоже бы с оригиналом копию сам снял с 2 сторон. С Разахуновым при разговоре даже по телефону я у него спросил, ты консул жаловался? В машину сел бы там, он мог бы спокойно пожаловаться. И консул, и представитель МВД Киргизии. И в машине у них дорога минимум 3,5 часа занимала бы до Бишкека, пока не доехали. Он ничего не жаловался, не говорил. При этом есть вот видео, она в интернет-просторах гуляет. Она вечером того же дня, получается, 10 числа вечером, около 10 или 11 часов вечера, он выходит на площадь. Там около 12 телеканалов он дает интервью. В интервью он то же самое говорит, что вот написал в объяснителе. А потом это переобувает то, что это я что мог так повлиять на человека, что он поехал туда в Киргизию, находясь уже в Киргизии, и будет нести ту полемику, которую мы придумали, как он говорит, или что. Или он за себя в безопасности не чувствовал там, у себя уже на родине, который за него забрала его и перетащила туда. Поэтому, ваша честь, вот по всем этим показаниям я просто не могу понять, в чем обвиняют даже меня. Какие действия я совершил на то, что здесь находиться в этом суде, чтобы со мной разбираться. Неоднократно я говорил об этом, да, и
генеральному прокурору говорили, и всем говорили, ну зачем? Это же просто подло же. Ваша честь, прокуратура обосновывает мое доказание в этом деле теми несвойственными. Вот, ну нет у них в это даже. Посмотрите, если очные ставки почитать, мои допросы почитать, допросы окружающих почитать. Ну там полный абсурд же, и никто об этом не говорит. А сейчас, говорю, с ведома моего согласия, неустановленные лица приехали со мной с Алматы. Ну как могут со мной с Алматы неустановленные лица приехать в режим ЧП? Покидание города Алматы в режим ЧП, это и есть уже преступление. Без разрешения, без санкций. То есть это каждый сотрудник на счету у нас. Если в Алмате после прохождения 3 дней массовых беспорядков 1400 человек находилось в больнице, у нас каждый сотрудник на счету был. Поэтому у нас из этого вообще сняли с Кошмамбета, потому что все сказали, МСОК будет заниматься, МВДшники прибыли, прилетели на самолете с спецбортом, они будут все полностью заниматься. Снимайтесь оттуда. Потому что у нас своих уже дел по городу там было. У нас даже, я не знаю, у нас ИВС все переполнены, задержанными были. Реальными участниками массовых беспорядков, которые стреляли по нападению на здание ДВД. По каждому трупу нам надо было разбираться. Поэтому мы даже не оставались, быстро с этого Кошмамбета уехали в Алмату. Ваша честь, прошу вас, просто эмоции чуть переполняют. Рассмотреть дело, вот реально, вот как по-честному, наверное, да, дать свою оценку всем вот этим действиям. Есть очень много пробелов, да, вот, на которые даже я сам ответа найти не могу, да. Не знаю почему, для чего, а почему вот так вот сделали. Но связывать на то, что какой-то человек просто показал на меня, когда его завели и сказали, что я там еще сидел, ну, это вообще абсурдно. Ваша честь, из этого всегда верю, думаю, знаю, что судебное решение, это действительно судебное решение, которое справедливый. Поэтому я должен сказать, что пусть будет справедливость в этом деле. И уже, сами видите, много очень пробелов, очень много сотрудников, которые даже не допрошены, не отработаны. Хотя следствие велось 2,5 года. За это время можно, мне кажется, всех отработать и всех провести и специальные мероприятия, и привлечь оперативных сотрудников по этому делу, которые могли отработать все направления этого дела, а не вот так вот тупо загонять и подводить под то, что человек виноват, и он это сделал. Құрметті сот, мен аталған қылмыстарға келіспеймін. Себебі аталған қылмыстарды мен жасамадым. Және де бұл жерде айыптау актісінде көрсетілген живой кальдер. Және живой кальдерда менің ол жерде болмағанды маған кінәлісін деп айыптаған айыпталушылардың өзі ол туралы айтпаған болатын. Және Исламов Жасурбектің айтуы бойынша менде қара түсті спецформа болды деп айтылған болатын. Қара түсті спецформа менде әлі күнге дейінгі осы уақытқа дейін менде қара түсті спецформа және военный форма әлі күнге дейін жоқ және болмағанда. Және ол менің қызметтік міндетіме керек те болмады. Және ондай киім мен алған жоқ болатын. Аударасыз да? Және Исламов Жасурбектің көрсетуі бойынша жалпы саны 10 қызметкерді көрсеткен болатын. Және ол қызметкерлердің арасында басым көпшілігі ол жерде болмағандығы анықталған болатын. Және де мені ол кісі шатасып көрсетті дегенге мен сенімдімін. Және де ол кісінің камерасына кіріп өлең айтқызды. Және де қол саусақ іздерін алуды жүзеге асырды, немесе оған көмектесті деген болатын. Және ол кісінің өлең айтқызды дегенде мен түбегейлі қарсымын, себебі ол жерде ондай оқиға орын алған жоқ.
және де ондай оқиғаны істейтін менде лауазым болған жоқ, және мен қол саусақ іздерін алмағанымды және оған көмектеспегенімді осында сотқа куә болып келген Артыков Арман дәлелдеген болатын. Және де сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында екеуміздің ортамызда болған беттестіру барысында ол кісі менің түріме мүлде қарамаған болатын. Тіпті 2 секундқа да бұрылып қарамаған болатын. Ол кісі сол уақытта бас прокурордың мониторына қарап отырған болатын және маған мүлде қарамады. Бірақ маған мені тануды жүзеге асырып, мені таныдым деп менің іс-әрекеттерімді айтып отырды. Және мен ондай іс-әрекетті өмірімде бірінші рет көрдім. Себебі адамның бетіне қарамай адамды тану деген ол мүмкін емес нәрсе. Ол үшін тылсым бір күш әрекеті болу керек шығар. Және де ол кісіге менің қойған сұрағыма, менің фотомды алдын ала көрсетті ма деген сұраққа ол кісі жоқ, көрсетілген жоқ. Таныстыру барысында ғана көрсетті деді. Содан соң мен ол кісіге тағы да екінші сұрақ қойдым. Менімен беттестіру болатынын білдіңіз бе деген сұраққа ол кісі жоқ, сізбен беттестіру болатынын білген жоқпын деп жауап берген болатын. Сонда ол кісіге менің үшінші қойған сұрағым болатын. Онда сіз мені қалай танып білдіңіз? Мен егер бет әлпетіме қарамасаңыз, сіз осы уақыт бойы мониторға ғана қарап отырған болатынсыз деген сұраққа сол кезде бас прокуратура қызметкерлерінің бір кісі тұрып, стоп, бұл сұрақ бұл жерде қойылмайды, давайте по существу, по делу деп айтылған болатын. Және де осы айтылған іспен Исламов Жасурбектің барлық айтқан нәрселеріне қарсымын және келіспеймін. Және бұл жақта ол кісінің жалған показания беріп тұрғанын барлық сұрақтарына жауабы айтылды деп ойлаймын. Алимкулов Алмастың айтуы бойынша протокол опознанияда, яғни мені ең бірінші көрсеткен кезде 24-27 аралығында қызметкер деп көрсеткен болатын және қол саусақ іздерін алуды жүзеге асырды. Және қасындағы бір қызметкермен ол кісіге психологиялық қысым көрсетілді деп айтылған болатын. Ол кісі менің қасымдағы болған кісі ол жерде болмаған анықталды, және де 130 номерде көрсетілген кісіні ол кісі көрсеткен болатын, және де ол кісі ол жерде болмағандығы анықталды. Ол кісі жалпы саны 4 адамға көрсеткен болатын, және ол жердегі айтылған қызметкерлер ол жерде болмаған анықталды. Және ол кісі менің үстімде қоңыр жүннен мойны жабық жемпір болғандығын, яғни водолазкаға ұқсас жемпір болды деп айтылған болатын. Ал айта кетсек, мен ондай киімді мүлде кимеймін, себебі ол киім маған жараспайтындығын. Және де ол кісі айтуы бойынша менің шашым сол уақытта тік қара деді, ал қазіргі уақытта назар аударып қарасаңыздар, менің шашым тік емес, бұйра болып келеді. Және ол кісі менің суретімді көрсетіп, протокол опознанияда көрсеткенде, мені 80%-ға таныдым деп айтқан болатын. Ал 80% дегеніміз ол, яғни өзінің жауабына нақты сенімді еместігін дәлелдейді. және де айта кетсек, қылмыстық процессуалдық кодекске байланысты әрбір күдік ол айыпталушының айыпталушы пайдасына шешіледі дейді. Және де ол кісінің айтуы бойынша мені қол саусақ іздерін нақты алды деп айтқан болатын. Кейіннен ол кісіге белгілі болғандай, қол саусақ іздерін мен алды ма, алмады ма, ол жағына күдікпен қараған болатын. Және менің қол саусақ іздерін алмағанымды осында келген куә Артыков Арман мырза айтқан болатын. Және де сол уақытта мені қасында Хамитов Нұрсұлтан болған деп айтқан болатын. Және Хамитов Нұрсұлтанды ол кезде айта кететін болсақ, мен мүлде танымадым. Тіпті екеміздің детализациямызды тексеретін болса, екеміз ол уақытта мүлде бір-бірімізді танымадық және қызметтік баппен де екеміз мүлде кездеспедік. Ол кісімен 2022 жылдың күзінде танысқан болатынбыз. Жалпы айта кетсек, осы істе өзінің құзыреттік міндетін асыра пайдаланып, адамдарды қамады деген болатын. Ол уақытта менде адамдарды қамайтындай бірден бір лауазымда, абыройда болған жоқ, және әлі күнге дейін жоқ. Бұл істе және ол кісілердің айтуы бойынша мен ол кісілерден террористің, яғни қантарыстың оқиғасына қатысын деген сұрақтарды қойды деген болатын. Және мен ондай сұрақтарды қоятындай болған жоқпын. Ол біздің басшылық құрамда да және де тергеу жедел уәкілдерінде қызығушылығында болған жоқ. Олардың қызығушылығында болмаған, яғни жұмысқа 7 күн бұрын кірген қызметшінің қызығушылығында болмағанын және де ол сұрақтарды мен қоймағандығым логикалық түрде де белгілі деп ойлаймын. Осы істе көрсетілген бұл кісілердің танылған азаматтардың басым көпшілігі сол жерде болмағандығы анықталды. Және де ол кезде менің істеген іс-қимылдарымды ол кісілер менің істеген іс-қимылдарымды
жалған жала ретінде жауып отыр. Және де менің нақты жасаған қызметімді білмеді, яғни криминалдық полицияның қызметін атқарды, және де сұрақтар қойды деген болатын. Және де айта кетсек, осы істе жәбірленуші болып өтіп жатқан Якупов өзінің көрсетуінде адамгершілік ретінде мені көріп рахметін айтқан болатын. Құрметті сот мырза, менің айтуым бітті. Осы істе маған тағылған айыптардың ешқайсысы дәлелсіз деп есептеймін. Себебі әрбір айтылған істерге осында болған куәлер де жауап берген болатын. Және де қызметтік міндетіме де кірмеген болатын. Бұл істе кінәлі емесін, өзіме тағылған айыптарды мойындамаймын. Құрметті сот, құрметті қатысушылар, айта кететін болсам, құрметті сот, осы аталған қылмыстық іс барысында маған тағылған айыптармен толықтай келіспеймін. Себебі оның бірі, яғни бірегейі Якупов мені көрсетіп отыр, ұрғандығын мәлімдеді, басқа да іс-әрекеттер жасаған маған көрсетіп отырғаны анық. Себебі ол өзінің осы уақытқа дейін қаншама 5 немесе 6 рет жауап алынған болатын ол кісіден. Өз жауаптарының әрқайсысы әртүрлі. Сол себепті оның жалған ойдан алып отырғаны барлығымызға мәлім болып отырғаны анық. Сол себепті мен ол жерде болмаған, сонымен қатар Якуповтың өзінің берген жауаптарын жоққа шығаратын бірнеше куәлердің жауаптарымен анықталған, яғни куәгерлер лоу және жалаулармен анықталған. Якуповтың мұрнына келетін болсақ, ол өзінің жауабында бірнеше рет көрсеткен. Мен оның мұрнын қолмен сындырып, немесе шынтақпен сындырып деп көрсеткен. Ол алайда оның айтып отқан бірде-бір сөзі анық емес. Неге деп айтсаңыз, себебі ол бұрыннан сынық. Осыға дейін Қонаевта болған сот отырысында да айтқан болатын, ешқашан менің мұрным сынған емес, жарақат болған емес, түп-түзу болған деген. Алайда қазіргі таңда оның ескі фотосуреттерін қарап алған кездегі суреті бұрыннан сынық екенін аңғаруға болады. Сонымен қатар Якупов өз жауабында, бірнеше рет берген жауабында Қарасай полиция басқармасының 10-нан аса полиция қызметкеріне көрсеткен болатын, және олардың өзіне қатысты істеген іс-әрекеттерін жіті айтып берген болатын. Алайда кейіннен сотқа дейінгі тергеп-тексеру барысында ол Якуповтың айтқан жауабына ешқайсысы сәйкес емес, біреуде сәйкес болмай шыққан жауаптармен дәлелденген соттық қылмыстық материалдарына бар. Сонымен айта кететін болсақ, ол жаңағы өз берген жауаптарындағы полиция қызметкерлер бұл жерде істемейтін қызметкерлер, және де ол жерде жаңағы Қошмемет ауылында болмаған қызметкерлер де бар. Неге мені көрсетіп отырмын деймін? Себебі ол полиция басқармасының полиция қызметкерлерінің барлығын емес, сол жерде болған тең жартысын көрсетіп, яғни әр рөлін қойып берген, яғни тисе терекке, тимесе бұтаққа деген сияқты. Сол себепті менің ол жерде болғаным немесе болмағаныма, куәгер болғаныма бір күнге де жетпейді. Оны куәгерлердің жауаптарымен, сонымен қатар куәгерлер Кубиев және мен қасымда болған тергеушілер, анықтаушылар, тергеу бөлімінің бастығы Сағынбектің жауабымен, сотталушы Тұрпанбаевтың жауаптарымен және басқарма бастығы Тотыбаевтың жауаптарымен расталған. Яғни мен ол жерде 7-нен 8-не күні қарағаны шамамен 10 сағаттай болып, әрі қарай 8 күні Қарасай полиция басқармасына барып, тәуліктік кезекшілікті атқаруға кеткен болатынмын. Сонымен қатар айта кететін болсақ, Рузахуновқа келетін болсақ, Рузахунов мен оған қатысты тергеу әрекеттерін жасамадым, жауап алу хаттамасына толтырмадым. Ол осы сот барысында да және сотта жауап беру барысында да бізді, яғни мені жеке бірінші рет көргенін айтты. Сонымен қатар басқа да жәбірленушілер
мені ешқашан көрмеген және осы сотта бірінші рет көріп тұрғанын айтқан болатын. Әрі қарай мен сол Қошмембет ауылында ұсталған азаматтан жауап алған хаттамаларын қарау барысында да осы жерде жәбірленушілер жауап берді. Олар менің тарапынан қандай да бір физикалық немесе психологиялық күш қолданысым, сол кісілер мен шамамен 10-нан аса адамнан жауап алдым. Сондай физикалық немесе күш қолдансам, сол кісілерді айтушы еді осы жерде, осы кісі бізден жауап алды, бізге қатысты күш қолданды деп. Сол себепті құрметті сот, ойлаймын, бұл жерде менің басты айтайын деген аталған қылмыстық істе менің бір кішігірім де болсын ешқандай кінәм жоқ. Себебі мен осы жерде жауап алуған үшін бардым, және сол жерде бір тәуліктен аз уақыт өткізіп, сол үшін ғана осындай қылмыстық істе ілініп отқанын уже баяндаған. Сонымен қатар қылмыстық істе маған қатысты тек қана бір айғақ деп келмейді. Себебі ол тек қана Якуптың жауабы ғана, одан басқа ешқандай айғақ дәлелдер жоқ. Сол себепті де маған осы сотқа дейінгі тергеп тексеру барысында алдында да айтып кеткендей, маған Қазақстан Республикасы бас прокурор қызметкерлерінің тарапынан да қысым көрсетілген болатын. Оны да айта өттім мен сол кезде де. Себебі маған да өздері айтқан болатын, сенің бұл жерде ешқандай қатысың жоқ, біз білеміз, бірақ жоғарғы басшылық құрамға айтсаң, сенің осы статусында қала берсін. Яғни менен осы уақытқа 2 рет жауап алған болатын. Тек қана прокуратура қызметкерлері, антикор басқа да қызметкерлер ешқашан алмай 2 рет жауап беріп, екеуі де куә ретінде алынған болатын. Сол себепті жаңағы маған қысым көрсеткен кезде айтқан болатын, қызметкерлер, сен ешқандай күнәң жоқ, тек қана басшылық құрамға көрсетсең, осы статусына, яғни куә ретінде қала берсін деп. Олар мені білгеннен кейін, яғни бермейтін, олай жауап бермегеннен кейін, олар маған қысым көрсетіп, солай осындай жауапқа келіп отыр. Сол себепті құрметті сот, аталған қылмыстық істі, яғни маған қатысты қылмыстың құрамына болмауына байланысты және ақтауыңызды сұраймын. Себебі аталған қылмыстық істе мені кінәлайтын, жазалайтын ешқандай да бір айғақ дәлел жоқ. Себебі оны тек қана, ал мені ақтайтын дәлелдемелер өте көп деп айта аламын. Рахмет.